Здравствуйте. В эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. У нас в гостях Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Я напомню, что в прошлой программе мы начали разбирать историю башкирского народа с привязкой к историческим событиям. Мы говорили о предпосылках вхождения башкирского народа в состав московского государства. Расписали хронологию, как это произошло в течение примерно полувека. А сегодня я предлагаю продолжить говорить на эту тему. Получается, башкиры к началу 17 века уже так или иначе все вступили в русское подданство, приняли условия определенные, да, то есть они обещали предоставлять вооруженные силы в случае войны и обещали платить ясак в обмен на то, что владели своей землей вотчинно. Однако через некоторое время начались определенные сложности, да, которые вылились в конечном итоге в восстание. Давайте вот разберем предпосылки, почему это все-таки стало происходить. Давайте разберем. Там несколько факторов. Один из факторов был фискальный фактор, другой фактор династический. В те времена источником власти народ не был. Поэтому, когда вот говорят какой-то публицистики, вот, дескать, башкирам после того, как Казань пала, это все, эта орда вся развалилась, надо было создать собственное государство и вот никуда не входить. Но это тоже вот такое немножко идеалистическое какое-то представление, даже оторванное, так скажем, да, от исторических реалий. Я же говорю, что источником представления о том, что источником власти может быть народ, это только начинается с французской революции. Французская революция сказала, не надо нам никаких королей, ничего, вот мы сами порешили, создали какой-то представительный орган, и который уже правит от имени народа. Вот это очень, скажем, такая поздняя идея. А когда мы говорим в 16 веке, какой народ, какие там конвенты, какие парламенты? Только династии. И поскольку у башкир не было в то время таких династов, а после эпохи Чингисхана просто не было даже представления о том, что может быть династом, значит, и источником власти какой-то человек, кроме там династии чингизидов, там, ну или там Рюриковичей, даже это представить себе было невозможно. Вся эта идеология, она отметается. То есть национальное государство, даже ведь Франции не было, вот революционная Франция, это не национальное государство, да? Можно ее назвать там политической революционной нацией, но это не национальное государство. А идея о национальном государстве это только вторая половина 19 века, когда началось объединение Германии и Италии, да, ресурджименту в Италии, и вот это, когда германский народ начал объединяться, да, там Бисмарк там, и так далее. Вот о чем говорим, что национальное государство, когда идея, что вот один народ и одно вот государство. Такая поздняя эта идея. Вторая половина 19 века. И в России ведь это не было такого. Вот в Российской империи уже в 19 веке, что вот это империя русского народа. Нет. Сборище такого народов, племен, разных, значит, вероисповеданий просто под скипетром российской короны, тогда уже династии Романовых. То есть это такие разные вещи. Тем более в Башкирии мы не можем об этом говорить. И вот когда они вошли в состав уже Московского царства, ведь что происходило тогда? Вот только что в России смутное время закончилось, да, страна была разорена, наверное, еще там система вот эта административная, она такая была еще не отрегулированная. И вот первое башкирское восстание, что ли, уже можно это назвать, оно было не в 1662 году, вот как у нас принято в нашей историографии, а и раньше были, вот, допустим, мало кто знает, что было восстание 1633-1635 годов. Оно, естественно, было отражено в источниках, но эти источники нам либо пока нам неизвестны, либо, значит, не сохранились. Скорее всего, второе. Многие источники не сохранились. Дело в том, что вот в Уфу был прислан сюда такой чиновник, Савва Аристов, казанский дворянин. Сначала он полупредствовал в Казанском крае и своими непомерными налогами вызвал там восстание населения, которое было в 1615-1616 году. Был сбор так называемой пятой деньги, то есть пятой части движимого и недвижимого имущества жителей Казанского уезда. То есть мы можем предположить, что вот эти наместники, они, в общем-то, налоги сами устанавливали, как им в голову придет. Там не то, что сами, ведь они непосредственно входили в ведомство так называемого приказа Казанского дворца, а там чиновники могли, как им вздумалось, там, вот давай-ка вот сдерем злоупотреблений, неоправданных вот этих поборов выше крыши. И вот этот человек, Аристов, который вызвал недовольство в Казанском уезде, за что, кстати, был наказан Кузьмой Мининым, одним из организаторов земского ополчения. Он был подвергнут пытке, несмотря даже на дворянское происхождение. Но, видимо, он как-то ему удалось избежать потом дальше уголовного преследования. И вот он появляется в Башкирии. В 1631 году он приезжает в Уфу и своими фискальными мероприятиями вызвал новое, значит, недовольство уже местного населения. И вот когда вот эти первые признаки появились, началось восстание, и этим воспользовались кучумовичи. И вот написано, значит, в 141 году, но это по старому исчислению 1633 год, году Кучумовы, внучата, а с ними государевы изменники, тарские и уфимские татарове, это, значит, башкиры, приходили в Уфимский уезд, громили Алибаева юрты, ясашных людей, женых и детей поимали, ходили воевать в Уфимский уезд не в одно время. Как результат Уфимского уезда башкирцев
отъехала к сибирскому царевичу Каблаю, 59 дворов. В общем, в Сибирь отъехали. Началось движение так называемых выходцев. Вот многие башкиры, не стерпя вот этого налогового гнета, многие стали уходить к сибирским царевичам. У них образовалось такое правительство в изгнании или диаспора, я не знаю. Царевич Аблай-Гирей, внук Кучум-хана, опираясь вот на помощь калмыков и поддержку некоторых башкирских родов, которые были традиционными сторонниками Кучума, это табынцы башкиры, бекатинцы, сынрянцы и другие, в основном из Урала. В 1635 году напали на Уфимский уезд, Аблай-Гирей с братом Тевкелем подошли к Уфе, выжгли вот так называемую татарскую слободу. Ну, она так называлась татарской. На самом деле она была основана башкиром Служутской волости, князем Шугуром Какузовым, вот откуда речка у нас Шугуровка. Башкиры Служуты живут в Кунашакском районе Челябинской области. Вот он переселил сюда, основал вот эту так называемую татарскую слободу, тогда татарами всех называли, означает синоним мусульманская слобода при Уфе. Аблай-Гирей с братом Тевкелем выжег вот эту слободу, потом состоялось сражение, 150 стрельцов вышло и 350 башкир во главе со стрелецким головой Федором Коловским напали на войско Аблай-Гирея, разгромили его, вот его самого взяли в плен, в общем-то отбили нападение. Вот эти башкиры, которые были, значит, с Федором Коловским ходили, понятно, что те, которые не признавали Кучумича, а ведь были там те, которые признавали. И вот это первое мы видим вот это восстание. Что интересно, оно еще отразилось в крымских источниках. Оказывается, в 1635 году духовенство вот этого Урал-Поволжского региона обратилось к Крымскому ханству с просьбой о принятии их в подданство. Письмо писали, перечисляются народы, которые, в общем-то, хотели принять. Перечисляются черемисы, чермыш, чуваш, иштяк, башкорт. У башкир же два названия было. Значит, собственно, башкир, само название. И иштяк, их называли экзоним. Все вот эти окрестные народы, иштяки или истяки, казахи до сих пор башкир истяками называют. Ары, то есть это удмурты. Все конные, вооруженные просили, причем дома назывались даже. Там 40 тысяч дворов черемисов, то есть марийцев, 20 тысяч дворов чувашей, как раз население казанских татар имеется в виду, аров, удмуртов, и там сколько-то дворов тау чувашей, то есть горных чувашей, это вот уже современные чуваши, просили подданство. А что на этом фоне происходило вот на территории Ногайской Орды? Там калмыки или что-то? Они не хотели этим воспользоваться? Ногайцы уже настолько ослабли, они не могли уже ни на что претендовать. А вот калмыки, да, вот эта угроза калмыцкого порабощения, она, собственно, и удерживала башкир, основную часть башкир в русле русского подданства. Ведь вторжение Аблай-Гирея в 1635 году поддержали только зауральские башкиры, традиционные их сторонники, которые еще со времен Кучум-хана, вот они были всегда, и они и потом, до середины 18 века, они так и будут их сторонниками, значит, Кучумыч. Короче, одним словом, вот это восстание. Мы очень мало имеем сведений, где-то году 37-го, 38-го все там закончилось. Потом следующее башкирское восстание 1645 года. А оно очень глухое, там буквально одно известие есть, что в 1645 году башкиры сбунтовались по поводу строительства на их земле города Мензелинск. Вот Олег Торов пишет, был такой дореволюционный автор. Был бунт в Уфимской провинции, вызванный захватами башкирских земель со стороны русских переселенцев. Сбунтовавшиеся подступали к Мензелинску и были отражены. Зачинщиков бунта большей частью предали казни. Но это тоже, видимо, какое-то такое локальное было выступление. Но первое, по-настоящему, так сказать, общенациональное восстание, оно началось в 1662 году. Вот. Каковы были причины? Опять, как ни странно, калмыцкий фактор на 2 столетия был ключевым фактором юго-восточной политики России. Как я уже говорил, часть башкир ушла в стан Кучумовича, а стан Кучумовича, лагерь основной, как раз на тех территориях, которые подчинялись калмыкам. Вот, то есть вот там сформировался вот этот лагерь. Но внешние причины стали, значит, события на Украине. Опять Украина. В 1649 году Богдан Хмельницкий принимает русское подданство, знаменитая Переславская Рада, навеки с Россией. Вот эту картину, наверное, мы все с детства видели. Безусловно. В результате казацкого восстания, когда они полякам нанесли несколько поражений, решили искать покровительство Москвы. Но Богдан Хмельницкий умер, гетманом стал кто? Его сын Юрий Хмельницкий. Казаки увидели, что, в общем-то, длань Москвы, она довольно-таки тяжела. В итоге все это превратится в то, что запорожские казаки потеряют всю свою вольность, и Слободская Украина тоже потеряет. То есть вот эти реестровые казаки тоже видели, что, оказывается-то, Речь-то Посполитая, а Речь Посполитая переводится как республика по-славянски. Вот что в республике-то вольности-то поболее, чем в московском, значит, государстве. И вот в 1660 году сын покойного гетмана Хмельницкий восстает против московского царства, начинает восстание, призывает на помощь поляков.
и особенно крымского хана. И вот приходит на Украину крымская конница, а у московского государства, как всегда, вот кавалерии было мало. А нужна кавалерия, а кто даст? Башкиры в нужном количестве не могли дать. Вот тогда обратили внимание на калмыков. А калмыки уже в то время несколько раз, вот как сказать, шартовали. Шартовать, то есть принимали подданство, а с точки зрения кочевника это никакое не подданство, это, значит, договор или временный союз. Но несколько было шертей калмыцкого главного князя Дайчин Хо Урлюков. Когда началась война, нужна была многочисленная калмыцкая конница, чтобы ее бросить против крымских татар. И вот тогда, значит, договор они заключают, и калмыки ставят условия: ладно, хорошо, мы дадим вам конницу, но вы запретите башкирам на нас нападать. Там шла много лет вот эта степная война между башкирами и калмыками. Давайте вот несколько сейчас цитат я приведу, да? Вот в 1649 году Дайчин жаловался: а опасен я только от одного уфимского города, от русских людей и от башкирцев, потому что чинят мне шкоду большую. На улусы приходят войной, людей побивают и в полон емлют. Злее всех башкирцы, всякое зло калмыкам от башкирцев. Вот. Или, вот, допустим, русский посланник Борисов писал, который находился в калмыцких улусах: башкирские люди калмыцким людям и татарам, это имеется в виду нагайцы, добрые страшны, калмыки с ними, с башкирцами мало бьются. И вот тут калмыки потребовали: прекратите, говорит, набеги, пусть башкиры вернут всех пленных, отогнанный скот, там, имущество и так далее. Тогда вот мы конницу против Крыма отправим. Все, по рукам ударили. И тут приезжают чиновники, начинают башкиров по полной программе. Угу. Но самое главное, там вот противный момент: калмычек, которые башкиров взяли в плен, на многих уже женились. И у них уже дети были от калмычек. И начали тут вот, понимаешь, семьи разлучать. По-живому. Детей делить, понимаете? Приезжает вот царский чиновник, всех у башкир отнимает их жен калмычек и так далее. И все, вот, спровоцировало вот это вот восстание. Плюс зачинщиками восстания был Сары Мерген, башкир, который много лет жил при Аблай-Гирее, потом уже у последующих ханов Кучумовичей, которые находились в калмыцких кочевьях, да. И вот он приезжает в Башкирию, так называемые выходцы, башкиры, диаспора, которые находились под другой юрисдикцией, они не московского государства, их выходцами называли. Приезжает сюда и здесь разжигает призыв, пользуясь вот этим недовольством. И тут начинается там все там. В современном понимании пятая колонна. Да, дикое восстание начинает. Северные башкиры нападают на Кунгур, и причем в лагерь башкир переходит 50 пленных поляков, которые там в ссылке находились, потому что мы знаем, вот как раз только что отгремела русско-польская война, там была осада Смоленска и так далее, все. Вот. Энное количество поляков попало в плен, сослали на Урал. Когда восстание началось, все поляки прибежали в лагерь к башкирам и помогли им, значит, организовать артиллерию. Причем артиллерию не такую, которая в ходу была, да, в армии, которая просто болванками стреляет, там, ядрами, да, калашматит, а бомбами. То есть они были обученными специалистами. Да, чиненные ядра, так называемые. Написано, что вот башкиры повоевали весь Кунгур, в Спасском монастыре русские многие люди в осаде, и выручать где их некому, крестьянские дворы по реке Сылве все выжжены, повоевав Кунгур, ставят себе острог, повстанцы башкиры. А стреляют где? Те татарове, ну, башкиры имеется в виду, против немецкого чиненными ядрами. Вот это было самая, значит, удивительная вещь. Прорыв технический буквально. Технический прорыв, да, естественно, с таким вооружением там тяжело. А вооружение башкир, вот что писали очевидцы: и пищали, где у башкирцев есть, и куяки, где у них же есть. Куяки, ну, это амуниция кольчужная, или там пластинки, нашитые вот на холщовые доспехи. Кунгур взяли, а Кунгур что это? Это тогдашняя столица Пермского края. Угнетающе так это подействовало там на всех. Началось бегство всего населения, осаждают они Мензелинск. Потом штурмом берут село Архангельское, это ныне Бирск. Челнинский острог захватили, это вот набережные Челны. А в Заурале, значит, против башкир действует 3 полка. Сибирский полк, драгунский, полковника Полуэктова, потом подполковника Василия Бланка, майора Ульфрика Сниттера, потом стрелецкий глава Самуила Блудова, плюс там многочисленные отряды воевод. Ну, там достаточно много было. Но, тем не менее, башкирам удалось нанести поражение вот, Сибирскому драгунскому полку. Сам полковник Полуэктов даже был ранен. И что самое интересное, в это время такой знаменитый русский дипломат Ардын Нащекин, прозападный человек, боярин того времени, пишет царю: шведы всячески тайными ссылками советуются с ханом, ну, с крымским ханом, на разорение России. По шведским же рассыльным вестям польский король и в Украину пошел, услыхав, что все московские войска высланы против башкирцев. Как раз наступление польского короля в 1662 году. Причем вот эта цитата я беру из истории России с древнейших времен историка Соловьева. Вести, значит, обрастая всякими слухами, доходит и до Крыма, и вот уже турецкий писатель
Эвлия Чалейби пишет, что 2 раза по 100 тысяч человек из племени Иждяк, Иштек, сразились с несколькими сотнями тысяч кафиров в Москве и, приблизившись, напали на сына короля Москвы. То есть это вообще уже... Из этого какое рациональное зерно мы можем вычленить из сообщения вот этой Эвлия Чалейби, что на самом деле восстание было мощное, что вот оно приобретало вот такие гиперболические формы в Крыму. Но вот это восстание шло, башкиры потом призвали калмыков на помощь. Калмыки, которые только что воевали против Крыма, тут же развернулись на 180 градусов и пришли в Башкирию, потому что можно было, пользуясь призывом башкир, можно было еще здесь немножко полакомиться, пограбить. Легитимность их присутствия в Башкирии придавал опять Чингизид, вот этот сибирский царевич Хасан. И вот башкиры делают неутешительный вывод. И только где им, воровским людям, то есть повстанцам, жить на прежних своих кочевьях, и где их побьют русские люди. А коли им отъехать в степь калмыцким людям, то их калмыки всех похолопят и начнут держать в неволе. Вот такая ситуация. И вот этот успех 1662 повстанческих, 63 годов, уже к 64 году настроение башкир уже стало немножко падать, потому что они видели, вот они призвали на этих калмыков в качестве союзников, а, собственно, к чему это приводит. Вот. И даже боярин Волконский, который командовал карательными войсками, писал им: вы с правого пути сошли, великому государю изменили, многую кровь пролили, многих русских людей побили и в полон поймали, а теперь своих сродичей калмыкам на смех отдали, и то честь ли вам? Волконский их укоряет. А то, из-за чего восстание началось, то есть калмыки в итоге предоставили русскому царю свою конницу, которую обещали? Они предоставили, но так, не очень-то, да, было там какое-то участие, потому что посмотрели тоже, против Крыма воевать же надо, тоже потери нести неинтересно. А тут вот башкиры их позвали, ситуация изменилась, значит, здесь вот можно просто так пограбить. Ну и в итоге, в общем-то, в 1664 году, вот как пишет Соловьев, история государства российского, башкирцы прислали в Москву выборных, которые в приказе Казанского дворца перед боярином Долгоруким и перед дьяками дали шерсть на Коране. От калмыков и нагайцев отстать, возвратиться той же зимою в Уфимский уезд, служить государю веру и правду и отдать всех пленников и все пограбленное. На этом договорились, активная фаза этого восстания закончилась. Но это только активная фаза. На самом деле, до конца 60-х годов происходили вот эти спорадические выступления, поскольку зауральские башкиры, вот они как остались сторонники вот этой чингизидской реставрации. Вот это восстание, ведь оно шло под каким лозунгом? Именно реставрации Кучумовичей. Вот это не надо забывать. И так они и писали: пришел, поднялся на Русь наш царь в Заурале, значит. Вот, восстание стало утухать. Но, тем не менее, вот немецкий путешественник, который вот как раз в эти годы побывал в Сибири, писал: есть там также башкирцы, башкирен, как он пишет, дикий и недружелюбный народ. Люди показали себя враждебными по отношению к русским, так как Сибирь принадлежала тогда предкам царевича. В настоящее время они враждуют с русскими, и это продолжается у них с давних пор. Этот царевич жив, вот, и, что интересно, пишет, он имеет при себе немного людей, именно башкиров. Тем не менее, каждый год примерно во время жатвы делают набеги на границе в Сибирь. Этот царевич выдает себя за наследника этого края. Иногда ему удается перетянуть на свою сторону большую часть башкир, и тогда он делает из этого большой шум. Одним словом, вот из этих известий мы видим, что основная сила вот этих Кучумовичей была вот как раз именно вот эти башкиры Зауралья. Итоги этого восстания, в общем, таковы. Царское правительство обязалось, что вот будет какой-то вот паритет соблюдать, не будет конкретно явно отстаивать интересы калмыков, таким арбитром выступать в башкиро-калмыцких отношениях. Далее вот раздел вот этого имущества производить, там якобы, значит, который остался еще у башкир, награбленное, так скажем, у калмыков. На этом все, башкиры присягнулись, и все, статус-кво установился. То есть это восстание привело к тому, что вернулись к прежним, значит, традиционным договоренностям, которые существовали во время вхождения башкир в состав Московского царства. Вернулось все на круги своя, и восстание завершилось. Однако через 20 лет состоялось новое восстание, да? Но это уже, да, это уже тема другого разговора. Об этом поговорим в следующий раз. Большое спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. И сегодня мы разбирали историю башкирского народа в привязке к восстаниям. Разбирали первое восстание 1662-1664 годов. Спасибо. До свидания.